А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Уже стало, о чем фильм? Фильм о чем рассказывают те же самые активисты? Фильм он о протесте, да, в целом. Фильм он о протесте целого народа, понимаете? И ведь на площадь, я просто немножко, вот как бы это очень важные моменты, ведь на площадь вышла почти практически половина взрослого населения Республики Ингушетия. И этот фильм говорит о том, как протестует народ. В Ингушетии снимают фильм о границе с Чечней. Фильм о том, что якобы в 2018 году исконно ингушская земля незаконно была отторгнута в состав Чечни, предвещая фильм, одна из ингушских журналисток говорит, фильм о мирном протесте ингушей на митинге. Но самое главное, что происходило там, она и никто из Ингушетии говорить не хочет. Из уст этой же журналистки, половина населения Ингушетии вышла на митинг, и это было мнение до всего народа. Как мы все знаем, митинги в Ингушетии были организованы в основном против чеченского народа. И это мы вам сегодня докажем. Далее в ролике мы услышим из уст ингушки то, что ингуши давно смирились с тем, что пригородный район является исконно осетинским. Поэтому любой ингуш даже пикнуть про эти земли боится. Им бы устраивать античеченские митинги из-за того, что чеченцы вернули себе небольшой кусок земель Сунжинского района, украденный в 2008 году путем фальсификации документов. Людей, может, как бы, если это, я не знаю, была бы какая-то другая земля, да, то, что у нас там забирают или там отдают, мне кажется, может, такого ажиотажа не было. Очередное подтверждение тому, как ингуши воспитывают своих детей на злобе и ненависти к чеченскому народу. Теперь эта маленькая, бедная девочка думает, что чеченцы действительно украли у них земли. А ты почему сюда пришла? Ну, потому что я не согласна с тем, чтобы наш Евкуров передавал землю чеченцам. Молодец. Дальше мы вам покажем, как один из немногих ингушей сказал истину насчет границы Ингушетии с Чечней. Такие люди, высказывающие правду в Ингушетии, автоматически записывают как «враг народа», но опровергнуть его слова не в состоянии ни один из митингушей. Тот же Руслан Аушев молчит и ничего не говорит по этому поводу. Почему? Да потому что он знает правду. В 1993 году был подписан договор между Ингушетией и Чечней. Подписали его Аушев и Дудаев. Согласно этому договору, правобережная часть реки Фортанги, куда вошли кадыровцы недавно, она отошла к Чечне еще в 1993 году. И с 1993 по 1999 годы там был чеченский пост Ичкерии. Уже во время Второй войны в Чечне пост чеченцев оттуда как бы исчез. Была война, чеченцам было не до этих территорий. А потом, когда пришел Евкуров к власти, он, или точнее его подчиненные чиновники, задокументировали эти территории, то есть по документам захватили эти территории у Чечни. То есть вот эти правобережья. Сейчас Евкуров, то, что он когда-то захватил, его чиновники снова возвращает Чечне. Ничего у ингушей там не отбирается. Граница восстановлена по договору Аушева и Дудаева. То, что Евкуров захватил у чеченцев примерно в 2008 году, он захватил эти территории, чеченцы об этом даже не знали. То есть присоединил к Ингушетии, вообще ничего не спрашивая, нарушив договор Аушева и Дудаева, по которому эти территории были за Чечней. То есть он захватил их, и он сейчас обратно возвращает эти территории чеченцам. Никто наши территории не отдает. Эти территории были чеченскими, потому что договор был между Аушевым и Дудаевым. Правый берег за чеченцами, левый берег за нами. Этот правый берег Евкуров захватил, когда пришел к власти. Сейчас он его вернул обратно. Все, наших территорий, ингушских, там нет. Там чеченские территории. Должны быть мужчинами. И одно из оснований для того, чтобы быть мужчиной, это соблюдение договоров. Аушев и Дудаев были признанными главами народов. И для меня их договор имеет силу, как для Вайнаха. И они установили границу так, на которую сейчас ориентируются и Рамзан Кадыров, и Юнусбек Евкуров.
именно в этой горной части, да. И я поддерживаю этот договор. И у меня, как у ингуша, нет никаких претензий к Чечне. И я не считаю, что они захватили ингушские земли. Наоборот, я считаю, что им была возвращена земля, которую Евкуров захватил, когда он пришел к власти у Чечни, не спросив у чеченцев. Он вернул ее обратно. Он захватил ее в нарушение договора Аушева-Дудаева и вернул ее обратно сейчас по этому же договору Аушева-Дудаева. И у ингушей никто землю не отобрал. Ее захватили у чеченцев, евкуровцы, и ее снова отдали они. Все. Там больше вопросов нет. Договор такой, что там сейчас граница. По Аушеву-Дудаеву. Здесь очень наглый Галга приписывает исконно арстхоевские земли Галгаям. Говоря Галгай-Мохк. О том, как земли Арстхой стали Галгай-Мохк, мы говорить не будем. На этом ролике ингуш нагло врет, говоря о том, что взамен на потерянный ингушский пригородный район чеченцам дали сразу 3 района. Конечно, кроме как голословных утверждений, никаких других доказательств у ингушей нет. Нигде не сказано и не написано, что взамен на пригородный район чеченцам давали земли, этого нет и в официальном источнике. Зная о том, как любят ингуши сочинять небылицы, мы всерьез воспринимать вот такие вот заявления не будем. Мы знаем, что если одна сторона чеченская с 1956 года прирастила свою территорию, мы знаем, что 3 района отдано взамен пригородного района. И здесь прирастили территорию, а вторая сторона, мы потеряли территорию. И наш народ считает это несправедливым. А мы обостренно эти чувства справедливости хотим. Возвращаясь к теме, митинг ингушей был не против Евкурова и передачи земель, а именно против чеченского народа, мы вам докажем следующим видеоматериалом. Да, читать надо материалы древнего и мудрого народа, и не фантазировать. Понимаете?